уполномоченная по правам человека Людмила Денисова просит оказать медицинскую помощь политузнику, крымчанину Олегу Приходько. Его состояние здоровья катастрофически ухудшилось. Я напомню, что он сейчас незаконно содержится в следственном изоляторе №1 в Ростове-на-Дону. И по информации Людмилы Денисовой, у него хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта, а также двухстороннее нарушение слуха и зрения. И руководство российского СИЗО не обеспечивает право на получение надлежащей медицинской помощи. И она призывает помочь нашему гражданину, потому что он из-за того, что плохо слышит, он лишен и права на справедливый суд и не может эффективно получать правовую защиту. И даже, как сообщает Людмила Денисова, неоднократные обращения его адвоката в суд с ходатайством о проведении квалифицированного медобследования и лечения остались без внимания. А я напомню, что Олег Приходько был задержан ФСБшниками в оккупированном Крыму 9 октября прошлого года. В САКах его обвинили якобы в подготовке теракта, изготовлению взрывчатых веществ. И якобы он готовил теракты. Один из них, сначала его обвиняли в том, что он хотел подорвать Сакскую мэрию, а потом его обвинили в том, что он готовил взрыв в Генеральном консульстве Российской Федерации во Львове. На прошлой неделе было судебное заседание уже против Олега Приходько. И вот сейчас с нами на связи Назим Шейхмамбетов, его адвокат. Добрый вечер. Добрый вечер. Назим, можете рассказать подробности последнего заседания и действительно ли состояние здоровья Олега Приходько ухудшилось? Можете нам рассказать, что с ним сейчас? Да, наверное, начну с его состояния здоровья. Действительно, обострились у него старые заболевания. Катализатором, если так можно сказать, стала и несвоевременная передача посылки, отправленная Олегу Аркадьевичу родственниками. Буквально где-то по истечении месяца небольшую, но она была выручена. К сожалению, там содержались лекарства, ввиду того, что месяц практически был без препаратов всего слов, у него обострились заболевания. Плюс осень, мы знаем, что в крупных регуляторах без того сыра, без того климатические условия оставляют отмучивая. Ввиду этого он простудил ухо, поскольку нет вентиляции в камере, им приходится открывать окно и сквозняком продуло ухо, и у него были серьезные проблемы со слухом. После неоднократных обращений ему поставили уколы и какие-то капли от его слов, после чего ему стало немного лучше, но опять-таки, учитывая, что Олег Аркадьевич и так с одно ухо и так достаточно плохо слышит, со вторым ухом сейчас проблемы возникли, он практически, нельзя назвать его глухим, но очень серьезные проблемы со слухом. В последнем заседании это было ярко видно, когда суду приходилось неоднократно повторять, и мне приходилось повторять Олегу Аркадьевичу, что происходит, какие вопросы обсуждаются и так далее. Что касается судебного заседания последнего, в ходе него мы заявили ходатайство об исследовании информации с базовой станции, но это сотовые вышки, если перевести на язык обывательский. Я немножко поясню здесь. Олегу Аркадьевичу, по мнению защиты, в ходе обыска подбросили телефон, на котором содержится переписка с неким лицом о подготовке террористического акта. И в этом телефоне была вставлена сим-карта. Мы с самого момента задержания в суде неоднократно говорили, что это фальсификация. В суде мы заявили, что эта сим-карта Олегу Аркадьевичу принадлежит. Согласно полученных сведений, данная сим-карта зарегистрирована на третье лицо. И мы потребовали у суда в последнем заседании, чтобы суд нам исследовал у сотового оператора, который работает в Крыму, где находился, в зоне действия каких сотовых вышек находился этот абонентский номер. Вот на завтрашнем заседании мы планируем
планируем получить ответ от этого оператора Крыма, где эти базовые вышки, где находился, собственно, этот абонент во время переписки с лицом, где обсуждались планируемые якобы террористические акты в Украине и в Крыму.